Спортсмены бойцовского клуба «Эскор» продолжают радовать республику своими яркими выступлениями на различных турнирах. На этот раз спортивную копилку республики новыми медалями пополнили сразу несколько бойцов. Одним из триумфаторов всероссийского турнира по панкратиону стал Магомед Мальсагов, который провел 2 поединка, во всех одерживая уверенные победы. Последний Краснодарский край Кубок губернатора Ханитха. Надо для Иринсовича Тронкеева называется человек Бобабах. Базу борьба хора называется человек стоит потенциал партии грэплинг. Называется потенциал подготовить надо функционал выносился кому-то вместе. Первый раз зачувствовался, что Кубок России латаурцу панкратиона тоже. За выход в финал Котош. Еще что-то это беанзер третьего аурцу Кубок России. Ну, над ошибками как бы назирую подготовить адактадор. Щебой говорится первый бой ногчуор. Как говорится во время боя снять тёр из базы. Шел бой армяур. Ценца 16-4 счет уже досрочно хотел. Результат рязу, но дика худая анхет результат холодный дали. Отбор на СКФО, а дальше России. Также в данном турнире выступили одни из самых перспективных бойцов республики Амирхан Миржоев и Адам Хадзиев. Пройдя мощные подготовки и начав уверенные выступления, наши бойцы не смогли в полной мере показать весь свой потенциал. Судейские ошибки помешали Амирхану и Адаму пробиться в тройку сильнейших. Нормально подготовлены орда удочкан, когда мы ханга, чему гушкан, что нормально диксон хоть что подал, то он церцу. Второй бой, еще что-то, еще реалити, местный судья засудить торг, кортан улушка, шичан, бауз, даманцаш, хамкалар цигичи. Соперник что докборс, веса докборс участник, турнир дикер бадряш. Керат обычно ялтрон кюа, отбор на СКФО и Уэйцк республиканский колледж, а цигла там СКФО лотос алендели. Последний турнир Кубок губернатора Толс панкратион. Подготовка кера, цигуды шанвеса диксагнатия низ. Ну, первый бой еще раз принял мясо. Были очень косвенно азерации. Расслабился адрес запрещенный бухташки дашь еще церс. Уже сон болевой я бой да что-то признак церс еще церк. Ну оз разрешите его заваться. Правила что сам отцов. Я уже дик тренировок заявляюсь уже. Первый всегда лендали кай турнир школы жители что шепо. Тихо дикачу вот это отбор на Россию откус уже союзе мама. Форма уже набрать желательно потихоньку уже средней форме усанс бодряч. Но тренировка ждет кёх, кера ворт тренировка на году один, а счет здесь тренировка ужас. Ходок далее. Представители бойцовского клуба «Эскор» стараются принимать участие во всех любительских турнирах по смешанным боевым единоборствам, грэплингу и самбо. Полная самоотдача, цель выиграть любой ценой и, конечно же, уверенное выступление во всех схватках. Именно с таким настроем наши бойцы готовятся к любым турнирам. Соревнования по смешанным единоборствам, всероссийские турниры по панкратиону и грэплингу. На всех этих состязаниях спортсмены бойцовского клуба «Эскор» показали внушительные результаты, что, безусловно, не может не радовать тренерский штаб. Последнее выступление у нас было в городе Краснодар. На всероссийском турнире по панкратиону мы выступили. Отправили туда 10 человек, из них 6 стали призерами. В принципе, в общем, выступлением нашей команды довольны, но вопросы остались к нашим 2 бойцам из основного состава. Вот от них ожидали большего. В принципе, их судьи зажали. Один проиграл запрещенным приемом, там должна была быть дисквалификация соперника. А второй там даже непонятно. Вот мы, пользуясь случаем, хотим выразить благодарность Апти Индиеву, который сделал все возможное, чтобы разобраться в этой ситуации, но это не помогло. И вот этих 2 бойцов, это Амирхан Миржоев и Адам Хадзиев, от них, честно говоря, ожидали призовых мест как минимум. Но так получилось, что им прирезали возможность бороться за медаль.
если говорить про то, как они выкладывались на этом турнире, можно ли сказать, что они выступили на пятерку? Нет, Миржоев, да, выступил, в принципе, неплохо, но все равно не на отлично. И, в принципе, от них ожидали большего, если честно. Помимо опытных бойцов клуба, неплохие результаты показывают и начинающие спортсмены. Участвовать на всероссийских турнирах для этих ребят еще рано, но республиканские соревнования – это прекрасная возможность накопить бесценный опыт перед тем, как выйти на новый уровень. В боксе ухожу первый, так выходной ждаю, хочу я что-то бегу на пасу, тренировку же. Бегу, то основное, что хочу первый на зрание, хочу чигич первый место как раз. Так что магазин ухожу чигичи, вот это последняя хватка, ищи второе место раз. Ханс, и в последний лата Ханс 14 лата соревнования, мог бег, чигич тоже первое место раз. Кахекас, мама кахекас, bizim bu результат хахалит. Бокс ухожу, чем бен, хочу первый раз хавинчак холдер. Так, дагяма у ахта холсана шкудича. Второй спорт магазин хаос, второй как раз схватка. Первая схватка гильотина еще раз, второй по баллам, кто аурсу. В 2019 году представители бойцовского клуба «Эскор» приняли участие в более 20 турнирах, как внутри республики, так и за ее пределами. С началом нового года тренерский штаб клуба ставит перед собой новые цели – не сбавлять обороты и совершенствовать свои бойцовские навыки. За 2019 год мы выступили, наверное, порядка на 20 турнирах. Завоевали очередной кубок переходящий, один свой кубок по приставам. Там кубок главного судебного пристава республики мы защитили, и еще один кубок мы завоевали, переходящий кубок. Также у нас пацаны выступили на чемпионатах России и по рукопашному бою, и по панкратиону. Двое стали чемпионами России, один стал призером чемпионата России по панкратиону. В принципе, неплохой год. Вот если говорить про общий состав вашего клуба, в каком форме состав все наши ребята присутствуют? Нет. В данное время у нас очень плохие времена, если честно сказать. Основной состав практически весь у нас травмирован. Остались только 5-6 бойцов из основного состава в строю на данный момент. Поэтому вот сейчас возвращается Белхароев Руслан, Аздоев Алихан. В принципе, потихоньку начинает возвращаться, но все равно большая даже часть основного состава у нас находится вне строя. Соревнования позади, а значит самое время, чтобы вернуться к тренировкам и начать усиленную подготовку к следующим стартам. Бойцовский клуб «Эскор» был основан в 2014 году. За это время ребята успешно выступили на многочисленных турнирах, в том числе и на профессиональной арене по смешанным боевым единоборствам. На сегодняшний день в зале тренируется свыше 80 бойцов, которые каждый день проводят усиленные тренировки в родном зале на базе физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Яндери.
отмечать, раз в неделю ребята оттачивают все нужные аспекты в смешанных единоборствах. На этой же тренировке бойцы заняты улучшением стойки. Первый этап тренировочного процесса – это выполнение различных упражнений, отработка комбинаций и, конечно же, бой с тенью. Ну а после небольшой передышки тренировка продолжается в партере. В последнее время в ММА наблюдается большой поток спортсменов, обладающими прекрасными борцовскими навыками. Зачастую тейкдауны и ведение поединка именно в партере играет решающую роль при выявлении победителя. – 2020 год обещает быть насыщенным для наших бойцов. Впереди многочисленные соревнования по различным видам единоборств. До ближайшего турнира остается не так много времени, поэтому наши бойцы намерены выкладываться на каждой тренировке и снова порадовать республику своими яркими победами.